спектакли шли подряд, когда была премьера. И все эти спектакли были переполнены. Да. Мест не было. И, ну, это вот в 90-е годы. Еще театра оперного не было. Вот. И, в общем, люди выражали такую благодарность, что мы ведь попали на оперу. Мы никогда не видели, не слышали, что такое опера. Тем более такая опера, которая раскрыла нам всю дагестанскую музыкальную душу. Все там было. И уровень подготовки был очень высокий. Причем артисты и музыканты, они все работали бесплатно полгода. Полгода мне, как министру, выделили деньги только на постановочную часть. На костюмы, на декорации, на звукоозвучивание и так далее, и так далее. Все, остальное все бесплатно. Вот такой патриотизм мы проявили и поставили первую дагестанскую оперу, написанную Гасановым в 1936 году, а поставили в 1993. Даже раньше, по-моему, на 1-2 года. А почему я увидела премьеру только в 1996 году? Премьеру я увидела в 1996 году. Ты что, чтобы я не пошла на оперу? Нет, я пошла в 1996 году. Не спорь, не спорь. В 1993 году, по-моему, был уже создан, открыт оперный театр. В 1993. Так что вы не могли в 1996 году премьеру видеть. Понимаете? Через 2 года после первой постановки, где 10 спектаклей прошли, а потом уже... Стоп! Что за базар? Через 2 года после моих хождений по всем инстанциям и обращения о том, что мы вам показали оперу, мы вам показали наши возможности, что у нас есть танцы, у нас есть оркестры, у нас есть солисты, у нас есть светозвукооператоры и так далее. Все у нас есть, открывайте нам театр оперы и балета. К Мирзабекову я пошла вот с таким автоматом, ну это я шучу, конечно. Он говорит, я говорю, есть 2 вида музыкального театра. Это просто музыкальный театр, это более низкий уровень. И есть театр оперы и балета. Малый состав, средний состав и большой. Но большой состав это только в Большом театре в Москве. А я просила средний состав. И потом, значит, вот через 2 года моих хождений Мирзабеков сказал, будем открывать только театр оперы и балета. Раз открывать, единственный на Северном Кавказе. Ну потом, что сейчас с ним сделали, это уже другой вопрос. Сейчас это уже совсем другой вопрос. Тогда это было очень на высоком уровне. Вот сейчас все по-другому. К сожалению, сейчас вообще оперы почти нет, не ставят. Хотя там багаж, огромный репертуар. Уже когда поставили, открыли театр, мы очень много опер поставили. Вот, ну сейчас почему-то и новые не ставят, и старые, и так далее. Ну, не показывают. Да, не показывают. Детские какие-то бирюльки для детей, все. Ну, это, наверное, сейчас кризис, а потом, наверное, будет Ивчи-Казак, Олега я ставила, Олега Рахманинова, потом Ивчи-Казак, Иоланта Чайковского, Иоланта, все. Потом Ивчи-Казак, Тагирова. Так что оперы есть. Опереты есть. 6 опер музыкальные было комедии есть. 6 опер было только много. Тихо. Репертуар я вам могу показать, огромный репертуар. Вот, но Соловей вот так вот, да. Что сегодня мы имеем, пока очень печально все. Очень жалко. Да, вот столько усилий мы приложили, чтобы вообще поставить, чтобы открыть это 360 единиц мы получили на театр оперы и балета. Конечно, это надо было все возможное сделать, чтобы это сохранить невозможно вот это все. Такое количество единиц штатных получить. Чему потом, после моего ухода, 100 единиц сократило Министерство финансов. Ну, им позволили сократить, они сократили. Им зачем это надо? Опера, они что, понимают, что такое. И вот так и идет постепенно сокращение. Но надо, я хочу вам сказать,
За все надо бороться. За все надо отстаивать. Но для этого надо быть компетентным человеком, образованным музыкантом, певцом, дирижером, балетмейстером и так далее. Для этого надо иметь хорошее образование, чтобы понимать все это. Я окончила школу музыкальную, я окончила Махачкалинское музыкальное училище с отличием, окончила Московскую консерваторию имени Чайковского с отличием, окончила аспирантуру при Московской консерватории. Ну, все, что можно было, я все, вот все вобрала в себя и только этим занималась. И с ума сходила от счастья, что у меня есть учебный процесс. А когда я закончила консерваторию, я говорю маме: ой, неужели я сейчас на работу пойду? Я еще хочу учиться. И поступила через 15 дней в аспирантуру. Она мне говорит: с ума сошла. С ума сошла. Да, не каждый человек так может. Вот так. Молодцы. Я к чему говорю, вы Ага. в ваше время, у вас очень мало часов на ваши предметы. Не халтурьте, не приходите один раз за всю сессию. Вы много теряете, то, что вы не получаете, вы понимаете? Вы должны стать личностью с высшим образованием. А вы остаетесь той же личностью, с какой пришли, потому что ничего не берете здесь. Ничему не учитесь. Это имеет огромное значение. Как вы можете что-то создавать, что-то понимать, что-то организовывать, если вы сами еще не готовы к этому? Если вы не знаете, какая музыка, как ее исполнять, и какое она имеет значение в общественной жизни. Вы понимаете? Прежде всего, личность самого творческого человека, его уровень. Работайте над собой, не пропускайте. У вас 3-й курс, 4-й курс, 2-й курс. Работайте, повышайте себя. Вы должны отличаться от тех, которые не имеют высшее образование. Вот количество часов на заочном отделении за 5 лет равносильно одному году на дневном. Представляете, как мало часов? На дневном 1 год столько же часов получают. 4 раза меньше. Понятно, да? Это? Да. Сколько вы за 5 лет получаете? Столько, только за 1 год. Ну, потому что вы урывками же бываете. И в этих условиях вы еще умудряетесь приходить на последний урок. Ну, я не ко всем это говорю. Поэтому думайте о своем будущем, о своем месте в жизни, в обществе, в вашей работе. Совершенствуйте свои знания, свои умения, свои таланты. Женщины всегда очень работоспособны. И вы должны